10 августа в центральной мечети Симферополя Кибер-Джами прошел большой семинар для мусульман, которые в этом году отправляются к священным местам Мекки для совершения паломничества. Организатором семинара выступило Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь. В семинаре приняли участие муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев, заместитель муфтия Айдер Исмаилов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Руслан Бальбек, глава Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Заур Смирнов, представители МИДа России в Республике Крым и Севастополе, Роспотребнадзора, туристического оператора и другие. Муфтий Крыма Хаджи Эмирали Аблаев подчеркнул, что это большое счастье совершить хадж, который является одним из столпов ислама. Он пожелал, чтобы молитвы всех крымских паломников были услышаны Всевышним Аллахом. Artık söyleyeceklerim size bu. Allah kolay getirsin diyeceğim. Allah bizim birlik beraberliğimizi bozmasın. Çünkü Mekke'de, Medine'de sizlere bir tane ricam, en büyük ricam o ki bol bol dua edeceksiniz ki diyeceksiniz ya Rabbim. Peygamberimize de dua ettiğinizde, Mekke'de de dua ettiğinizde bol bol dua edeceksiniz. Allah'ım bizim milletimize birlik, beraberlik ver, akıl ver, feraset ver. Bizim başımıza biz felaketten çok uzaktayız diye dua ettiniz ki Rabbimiz de bizlere o duamızı inşallah kabul edecektir. Bu kadar hacılarımızın mutlak birisinin duası kabuldur. В своем напутственном слове депутат Госдумы Руслан Бальбек также пожелал паломникам силы, терпения и взаимовыручки. От себя могу лично сказать, чтобы все молитвы наших паломников были услышаны Всевышним, были приняты им, и чтобы никто из паломников не забывал, что за пределами своего дома мы несем свое имя, имя своей семьи, а за пределами родного края имя своего народа. Депутата Госдумы поддержал заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов. Он также призвал крымских мусульман слушать руководителей групп, держаться вместе, не поддаваться на внешнее влияние, не знакомиться с неизвестными людьми, не покидать самовольно группу, соблюдать дисциплину, вести себя культурно и проявлять максимум заботы друг о друге. Acılarımız anda hiçbir vakit unutmayacak. Olar Kırım'ı, Kırım Müslümanlarını ve Kırım Tatar halkını temsil etkenleri. Dünyanın farklı yerinden bizim milletvekillerimiz anda barabilirler ama Kırım'dan gitken gruppa o ana vatandan gitti ve Kırım Tatar halkını olar temsil etti. Глава Госкомитета по межнациональным отношениям Заур Смирнов в свою очередь поблагодарил всех, кто четвертый раз оказывает содействие в организации хаджа для крымских мусульман. Bugün bizim 400 Kırım Müslümanlarga bir балабан част oldu ve Allah'tan bir hizmet düştü. Acılıkta barmağa ve biz bugün toplandık mıda geçirdik görüşüp ve gene de tekrar ettik. Daima yer yıl biz devlet tarafından Cumhurbaşkanı tarafından Sergey Valievich Aksyonov destek vereceğimiz ve kol tutacağımız bu acılığın teşkil etmeye ve bitti biz bekleyeceğimiz endi kaçan bizim din kardeşlerimiz kaytacaklar ve beraber bizim kurban bayramımızı kaydedeceğimiz Allah kısmet etse. Представитель МИДа России в Республике Крым Сергей Ланкин рекомендовал паломникам тщательно подготовиться к поездке, проверить документы, ознакомиться с перечнем лекарственных препаратов, которые запрещены к ввозу на территорию Саудовской Аравии. При форс-мажорных обстоятельствах обращаться в полицию и в консульство в Джидде. Руководитель отдела внешних связей и организации хаджа Дум Артур Решетов напомнил паломникам о безопасности во время нахождения в Мекке и Медине. Основной акцент был сделан на безопасности здоровья. Представитель Роспотребнадзора Сергей Цыганов рекомендовал паломникам соблюдать правила личной гигиены, иметь при себе средства индивидуальной защиты, быть внимательными при общении с людьми, не употреблять в пищу верблюжье мясо и молоко, сырую воду, а также непривычные для жителей Крыма продукты. Кроме того, каждый паломник обязан получить прививку. Внимательное отношение к здоровью должно быть не только во время совершения паломничества, подчеркнул Сергей Цыганов. Необходимо отметить при этом, что по возвращению с хаджа в течение 21 дня обязательно следить за состоянием своего здоровья. При любых проявлениях нездоровья, то есть кашля, насморки, каких-то кишечных проявлениях,
немедленно обратиться к врачу с указанием места и страны своего пребывания. В рамках семинара преподаватели исламских наук муфтиата проинструктировали будущих паломников о том, из каких этапов состоит паломничество, какие обряды предстоит пройти. Мусульманам дали практические советы и рассказали о том, как подготовиться в дорогу, а также о том, что не следует делать, будучи в паломничестве, где одновременно находится несколько миллионов человек со всего мира. Будущим паломникам также раздали сумки с логотипами «Хадж-2017» и брошюры, содержащие подробную информацию о видах, обрядах, адабах, обязательных требованиях хаджа, а также читаемых в это время дуа. Выезд паломников из Крыма планируется в период с 14 по 26 августа. Зира Эмирсуин, Дилявер Мемеджанов, пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь.